Теперь я хочу представить еще одного нашего участника, который, по сути, завершает нашу конференцию, наверное, заждался. Это черкесский активист Астемир Шебзухов, организатор проекта «Видеолекции на черкесском языке». Тоже интересно. Астемир расскажет о сложностях реализации проекта, интереса публики к получению знаний на черкесском языке и перспективах развития черкесского языка как языка образования и науки. Астемир, вам слово. Можно сказать несколько слов по-черкесски, будет здорово. Купмах вообще. Это традиционное черкесское приветствие, обращенное к группе, не к одному человеку. Вы меня представили как Астемира Шебзухова, и я тут немного разбавлю нашу очень интересную интеллектуальную беседу. Я представлюсь по-черкесски, как это у нас принято. В русской языковой картине мира сначала идет в большинстве своем имя человека, потом его фамилия. Представлюсь по-черкесски. Сначала идет моя фамилия. Я из рода Шебзуховы. Моего отца зовут Аслан, меня зовут Астемир. То есть вот такая последовательность, что это принято. Если я поставлю свое имя впереди имени моего отца, это будет не очень красиво. Поэтому понятно. Но теперь будем знать, мы тоже учимся. Да. Поэтому после небольшого такого приветствия я тоже хотел бы перейти к своему докладу. Вот, это традиционное приветствие на черкесском Купмаху Апши. Дальше идет название моего доклада «Видеолекции как экспериментальная платформа для формирования научного языка на примере черкесского образовательного проекта «Жанаваза». Вначале мне придется внести такое небольшое уточнение. Дело в том, что когда был анонс нашего мероприятия, там было написано «Лекции на кабардинском языке». Сейчас вы, Александр, тоже сказали черкесское, я тоже написал черкесское, и у многих может возникнуть вопрос вообще, а почему черкесское, почему кабардинское, почему не что-то одно из этого. Я объясню ситуацию. Дело в том, что черкесами себя называют в пределах нашей страны кабардинцы из Кабардино-Балкарии, карачаевцы из Карачаево-Черкесии, адыгейцы из Адыгеи. Дальше идем в Краснодарский край, там Причерноморское побережье, Причерноморские шапсуги. Идем в Успенский район Краснодарского края, там пара бессенеевских черкесских аулов. Дальше идем в Ставропольский край и Северную Осетию. В Северной Осетии есть такой район, Моздовский район, и в Северной Осетии есть такой район, Курской район. В этих двух районах двух субъектов проживают моздовские кабардинцы. И вот все эти группы на чужом языке называются черкесы, а все мы на своем родном языке называем себя адыгами. Кабардинцы – это субэтническое название одного из черкесских племен, поэтому, учитывая специфику нашего проекта и наши цели, я счел более правильным написать черкесское, нежели кабардинское. Далее я хотел бы перейти к самому Нет, вру. Перед тем, как перейти к видеолекциям, я хотел немного предварить это, обосновать, почему это вообще понадобилось сделать, почему мы такой проект задумали. Я не собираюсь в рамках моего выступления говорить о всех проблемах черкесского языка, но я бы хотел сказать о тех проблемах, из которых вытекает то, что мы сделали такой проект. К сожалению, черкесский язык в целом, под черкесским языком я подразумеваю все его диалекты. Адыгейский современный, так называемый, кабардино-черкесский и так далее. Все диалекты, они, к сожалению, отстали. Они по своим возможностям лексическим остались на уровне 19 века, на уровне того времени, когда нас завоевала Российская империя. После этого черкесский язык практически не развивался, потому что основной генофонд нации был или истреблен, или депортирован в пределы Османской империи, и дальше уже была деградация языка. После этого, естественно, из отсталости там следует целый букет
моментов. Один из них — это язык сейчас не актуальный. На этом языке нельзя, допустим, поговорить о медицине, на этом языке нельзя сейчас поговорить о физике, о химии и так далее, потому что этот язык остался на уровне разговорного языка, на уровне кухонного языка, и даже такой уровень языка, к сожалению, становится все более и более примитивным, потому что лексика языка тает, из оборота выходит, допустим, лексика, касающаяся растений, названий деревьев, названий животных и так далее. Это все заменяется соответствующими аналогами из различных языков. Поэтому вот эти все как бы моменты имеют место быть по следующим причинам, на мой взгляд. Первая причина — это отсутствие должного внимания со стороны государства. Если говорить о преподавании черкесского языка, то, безусловно, выпускаются учебники, там учебные пособия, идет преподавание в школах, хотя небольшое количество часов и так далее. Но если говорить именно о той сфере, о которой я сегодня веду речь, то есть о научном языке черкесском, то в этом направлении, на мой взгляд, не сделано абсолютно ничего. Поэтому мои единомышленники решили как-то своими силами организовать небольшой такой проект видеолекций. Вообще, надо было это сказать вначале. Вообще, я сам журналист. Вы представили меня активистом. Я, честно говоря, это слово не очень люблю. Я журналист, работаю на местном телевидении, вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария». Работаю в редакции черкесского вещания на кабардинском языке, так это у нас официально называется. Я занимаюсь черкесской этнографией, культурологией, языкознанием и так далее. Поэтому мне эта тема очень интересна. Занимаюсь, в смысле, не написанием статей, а подготовкой материалов, как бы передач про вот эти все вещи. Поэтому наше руководство согласилось с моим предложением, оно очень обрадовалось этому, и мы вот организовали такой проект. И этот проект прошел в декабре 2019 года, в течение недели. И вот я забываю сказать об одной еще как бы причине того, почему сейчас черкесский язык не является языком науки. Эта причина заключается в том, что общество, которое в течение более чем 150 лет жило в условиях как бы народа второго сорта, так скажем, просто перестало верить в силу своего языка, в то, что он дееспособен, функционален, в то, что он способен на такие вещи. Вот в советское время в наших головах осело такое выражение черкесский язык дальше города Прохладного не доведет. Город Прохладный — это недалеко от Нальчика. То есть вот такие как бы модели мышления, заложенные в наших головах, привели к тому, что общество стало дезориентированным, оно вообще не допускает мысли, что, допустим, на черкесском языке можно говорить о том, о чем я говорил, о химии, о физике и так далее. И мы решили провести небольшой опыт, организовав такой видеопроект, который мы назвали «Шанлаза». Я переведу это название, чтобы это тоже как-то дает небольшое понимание сути проекта. Шанга — это знание, образование. Лаза — это какой-то путеводитель, путеводная звезда. Ну, то есть знание — это то, что поведет нас вперед. Смысл этого проекта, название этого проекта примерно такой. Далее мы придумали логотип для этого проекта. Его мне нарисовал мой друг Астемир Хавпачев, который, по-моему, тоже сейчас находится в числе как бы зрителей. Смысл этого логотипа заключается в том, что вот эта капля — это есть зерно, а из этого зерна проросло нечто, что может вырасти в что-то глобальное, допустим. То есть это зерно знаний. На черкесском мы назвали это шуан-жилля. Шуан — это шуанага, как я говорил ранее, это знание. Жилля — это семя знаний. То есть этим проектом мы хотели посеять в сердце, в душе каждого черкеса семя знаний, чтобы это проросло, и у человека вот появился интерес к родному языку, к родной культуре и так далее. Вот теперь о том,
где прошли эти лекции. Лекции прошли на базе нашего университета, Кабардино-Балкарский госуниверситет имени Бирбекова. Я отдельно хочу поблагодарить руководство нашего университета, которое с удовольствием поддержало нашу инициативу и предоставило нам в качестве площадки диссертационный зал университета. Вот. Далее я хотел бы рассказать о том, какое количество лекций мы провели за неделю съемок. Их должно было быть 10, но по уважительным причинам, к сожалению, один из лекторов не смог прочитать свою лекцию. В итоге получилось 8 лекций, но одна из этих лекций в 2 частях, поэтому мы скажем 9 лекций. Вот. Зачитывать прям все я не буду. Это первые 5 лекций, остальные 5 я покажу позже. Вот. Мы вообще изначально стоял вопрос, вообще о чем делать лекции. И мы решили для начала не лезть в очень сложные какие-то дебри. Я говорю о точных науках. Вот, уважаемый мой предыдущий участник этой конференции, он говорил, что у них есть в том числе статьи, допустим, про физику, про математику на татарском. Вот мы решили пока что эти точные науки не трогать, потому что говорить о точных науках на своем родном языке – это сложная задача. Не просто 1 + 1 сказать, допустим, если это касается математики, а, допустим, говорить про что-то более сложное, допустим, про дроби. Говорить про дроби на черкесском языке мы, несмотря на нашу амбициозность, мы пока решили такими целями не задаваться. Поэтому мы взяли в основном гуманитарную сферу. Это история, языкознание, лингвокультурология. Взяли и в том числе, допустим, были 2 наиболее сложные по языковому моменту лекции. Это экология и экономика между гармонией и конфликтом. И вторая лекция – это генетика кабардинской породы лошадей. Вот эти 2 дисциплины, они были наиболее сложными, на мой взгляд, для того, чтобы высказать мысль научную на своем родном языке. Вот. Мы ввели съемку, и потом, спустя пару месяцев, все это смонтировав, начали это все выдавать в эфир по одной передаче в неделю, в 2 недели. Потом я это все выкладывал на YouTube, на свой YouTube-канал. Но, к сожалению, коронавирус перечеркнул наши планы, и мы еще до конца не смогли выдать эти передачи в эфир, потому что остаются несмонтированы 2 еще лекции. В конце марта этого месяца нас закрыли на карантин, и мы до сих пор на карантине. Поэтому у меня не получается их смонтировать и выдать в эфир. Поэтому первый сезон этого проекта пока что не закончен. Но я думаю, что мы обязательно покажем эти остальные, оставшиеся 2 лекции. Вот. И теперь я хотел бы поговорить о том, как вообще люди восприняли этот момент того, что, допустим, лекция Мусадина Карданова «Язык и образ мышления. Женское и мужское начало в адыго-абхазских языках». Это была очень, на мой взгляд, сложная лекция с точки зрения научной терминологии, но Мусадин, как профессиональный черкесский филолог-лингвист, справился со своей задачей и, на мой взгляд, очень интересно рассказал про эту тему на черкесском языке. При этом я бы не хотел, допустим, выглядеть смешным, и мы против того, чтобы, допустим, такие термины, как, раз мы затронули лингвистику, то давайте возьмем какие-то термины из лингвистики. Мы против того, чтобы такие общеупотребимые латинские, английские, не знаю, какие-то еще французские какие-то термины, подобные, допустим, префиксу, суффиксу, аффиксу и так далее, чтобы такие термины переводились на черкесский язык. Мы считаем, что такие термины должны оставаться в неизменном виде в нашем языке, потому что попытка их перевода на черкесский язык, мне кажется, будет выглядеть немного смешно. Эти же термины, префикс, суффикс, аффикс и так далее, они точно так же вошли в русский язык без изменений.
Поэтому я считаю, что то же самое должно произойти и в нашем случае. Но это не означает, что вообще все термины должны приходить в язык без изменений. И потом, то, что, на мой взгляд, сейчас является важным в этом отношении, это то, что у черкесского языка сейчас официально нет права на ассимиляцию иноязычных слов. Что я под этим подразумеваю? Допустим, в дореволюционное время, когда черкесское языкознание еще не было сформировано, когда не были придуманы еще, допустим, какие-то грамматические вещи и так далее, вот слова наподобие, допустим, лампа, лавка и так далее, стакан, это все пришло к нам из русского языка. Эти слова ассимилировались в черкесском языке, немного видоизменялись, там менялось как бы звучание, но, в принципе, это понятно, что иностранное слово, чужое слово, перешедшее в язык. Допустим, слово «стакан» по-кабардински «стачан». Хотя у этого слова есть аналоги на кабардинском, на черкесском языке, но все равно говорят и стакан, и другие аналоги. Лампа, слово лампа, лямп. Допустим, слово лавка, лявча. То есть меняется фонетика, меняется звучание, но понятно, что слово иностранное. Вот сейчас у черкесского языка нет права на ассимиляцию таких терминов. Допустим, возьмем слово «культура», элементарное слово. И в словаре кабардинского, черкесского языка это слово написано без изменений. Культура. Культура. То есть как перешло из русского языка, так и в черкесском языке звучит как культура. Между тем, само слово «культура» перешло в русский язык, ну, я могу ошибиться, но, наверное, из английского языка. Culture. То есть было слово culture в английском языке, а русский язык подогнал это слово под свое звучание, и появилась культура. Теперь я не могу сделать так, чтобы это слово прозвучало на черкесском языке. Я должен взять вот это слово в неизменном виде из русского языка и перенести в черкесский язык. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что если даже мы берем вот такие общеупотребимые научные термины, мы имеем право на их ассимиляцию в нашем языке согласно законам нашего языка. Вот такие моменты, они, к сожалению, не перерабатываются, не пересказываются, так, не обсуждаются. Но это как бы одна из больных тем моих, поэтому я, учитывая, что это связано с данной лекцией, с данным выступлением, я решил это все сейчас озвучить. Ну, я покажу пару фотографий с наших лекций. Вот это зал, где это все проходило. Это участники. Это я и два спикера. Это еще один спикер. Это еще один спикер. Об участников. Слушателей было достаточно. Я даже, честно говоря, не ожидал такого интереса к проекту. И в интернете, и потом, ну, как бы в реальной жизни люди, которые меня знают или которые, ну, как бы не знакомы, но как-то передают через других людей, ну, они рады, что такой проект состоялся, что это осуществилось. И я считаю, что это, я не хвалю себя, это у нас не принято, но я считаю, что это был нужный проект, но его можно и нужно делать в гораздо более престижном, таком респектабельном виде. И тут я перейду к перспективам развития проекта, раз мы говорим о том, что проект требует улучшений. Как я говорил, черкесами не считаются, а черкесами в научной литературе, в исторической литературе обозначаются те как бы субэтносы, о которых я сказал в начале выступления. И раз мы, черкесы, проживаем на своих исторических землях, которые сейчас территориально находятся в разных регионах России, то, скорее всего, второй как бы этап этого проекта должен стать межрегиональным. То есть мы должны пригласить в Нальчик гостей из других наших братских регионов, чтобы они выступили в том числе и на своих диалектах, которые, к сожалению, сейчас мало слышатся в нашем регионе в силу естественных географических, как бы, административных каких-то границ. Поэтому это, мне кажется, был бы интересный опыт. Я думаю, что это осуществится.
А потом, я думаю, можно увеличить количество представленных научных дисциплин. Ну, можно, допустим, решиться на то, чтобы в числе лекций была лекция, допустим, про физику на черкесском языке. Была такая мысль в начале, как бы под первого сезона, но мы решили пока что как-то не спешить. Поэтому, может быть, вот на втором этапе мы в том числе введем в качестве, опять-таки, эксперимента, допустим, такую дисциплину, как физика, и посмотрим, как черкесский язык справляется с такой очень мощной наукой, как физика. Дальше мы старались и первый сезон сделать смотрибельным, интересным. Там съемка происходила с 3-4 камер, звук записывался профессионально и так далее. В конце были вопросы от слушателей, ответы на них, какие-то дискуссии. Это все было сделано для того, чтобы это все было смотрибельно и это было интересно. Но я думаю, что есть еще какие-то методы, которые позволят улучшить именно момент, связанный со смотрибельностью, с манерой подачи. Это все, мне кажется, дело наживное. А потом у меня, честно говоря, вот в самых таких затаенных местах в сердце такие как бы мечты о том, чтобы этот проект перерос в что-то наподобие проекта постнауки. Ну, это будет, конечно, очень тяжело сделать, там нужны очень большие ресурсы, но чем черт не шутит. И я, учитывая как бы опыт выступления моих коллег предыдущих, я скажу про финансовую сторону этого проекта. Люди интересуются тем, как это все обстоит с точки зрения финансов, как это все реализовывалось, были ли спонсоры. В нашем случае никаких спонсоров не было. Все происходило за счет каких-то бартерных вещей, за счет ПСАПа. Это какое-то благое дело, которое ты делаешь другому человеку. За счет каких-то связей, за счет официальных как бы договоров между телевидением и университетом. И в итоге получилось так, что мы ничего не потратили. Мои друзья, допустим, мне сделали видеозаставки к этому проекту. Вот я ранее говорил, что мой друг сделал мне бесплатно логотип этого проекта. То есть проект на первом этапе был реализован абсолютно без 1 рубля. В дальнейшем, если мы хотим сделать его межрегиональным и так далее, то, о чем я говорил, это, конечно, потребует дополнительных затрат, и в этом случае, думаю, надо будет искать спонсоров. По-моему, я сказал все, что хотел сказать. Закончим традиционным черкесским благопожеланием Тхамфи Рапсо. Благодарю за внимание. Это мой Gmail. Если кому-то интересно, напишите, не знаю, звоните. Я с удовольствием поговорю, поделюсь какими-то своими соображениями. Если у кого-то есть вот такие мысли про такой проект, я думаю, это будет классно. Спасибо. Да, спасибо большое, Стемир. На самом деле очень интересно, важный проект. И действительно мы занимаемся теми проектами, которые нам близки, которых мы видим, возможности, то есть возможность в плане реализации. И здорово, что вот есть такие инициативы, здорово, что у вас есть такая инициатива, и этим горите. Я бы хотел сделать, правда, небольшую реплику, да, то есть слово «культура» у нас, в общем-то, не является словом английского происхождения, все-таки латинский язык, да, что переводится с латинского языка «возделывание». Вот. Ну и в плане терминологии, да, то есть вы говорите больше о фонетической адаптации терминов, там, слов и так далее, да, это вопрос действительно очень открытый, потому что, когда люди слышат речь, там, например, когда мы говорим «падеж системе», «сказуемый» и так далее, в плане, допустим, языковой терминологии, многие считают, что это, не совсем полноценный язык. Тут есть как бы палка о двух концах, да. То, что вы говорите, я с вами не могу не согласиться, то есть вы правы, да, это каждый языковой, активист, я называю, я не смущаюсь этого слова, журналист там или по-разному можно назвать, да, сталкивается с этой проблематикой. Но, эта тема, в общем-то, достаточно такая отдельной дискуссии требует. Вот, сейчас несколько вопросов, которые здесь. Так, я прошу, вы сами видите или мне прочитать проекты? Я, вопросы? Честно говоря, нет, не вижу, я запутался, как перейти обратно в полноценный хорошо, режим. Тогда хорошо, сейчас я прочитаю.
Ну, тут говорится, Астемир оговорился, и Курский район со Ставропольского края, да? То есть я Да, уж, это, нет, я не наверное, реплика. оговорился, я сказал правильно. Я сказал, что моздовские кабардинцы проживают в двух районах. Район Моздовский, который входит в Северную Осетию, и район Курской, который входит в Ставропольский край. Это пограничные районы двух субъектов. Я там бывал много Хорошо, раз, спасибо. поэтому... Вот я вижу вопрос. Еще такой вопрос. А сильно Да, извините. Ага. Еще один вопрос. А сильно по звучанию адаптируются новые иностранные научные термины в черкесском? И как вы решаете, что термин нужно все же переводить, а не прямо заимствовать? Секунду, я, честно говоря, немного... Я включал видео, немного прослушал вопрос ваш. Можно еще раз повторить? Сильно по звучанию адаптируются новые иностранные научные термины в черкесском, и как вы решаете, что термин нужно все же переводить, а не прямо заимствовать? Допустим, насчет перевода. Каким образом можно решать, переводить или не переводить тот или иной термин? Допустим, есть такое слово «библиотека». Но это не касается напрямую, допустим, какой-то науки, но это тоже как бы слово, которое, допустим, в словаре написано как «библиотека» в современном словаре. Но мне как-то написал один мой знакомый в Инстаграме, говорит: «Астемир, а как будет на черкесском языке слово «библиотека»?» Я тут задумался. Говорит, что библиотека, аналогично как в русском языке, я не хотел. И исходя из каких-то законов нашего языка, я сказал «тхляш». «Тхль» — это книги, звук «ш» обозначает место, где что-то находится. Я сказал «тхляш». И потом он подхватил это слово, я назвал этим словом одну свою передачу на телевидении. Многим этот термин очень понравился, потому что он соответствовал нормам черкесского языка. Но многим и не понравился, потому что многим показалось, что это грубо, что это неправильно, потому что этот термин был им незнаком, и всегда все незнакомое вызывает первоначальное отторжение. Да, поэтому, безусловно, это очень длительный, очень такой, честно говоря, неблагодарный процесс, потому что бывают очень жаркие дискуссии, бывают какие-то споры, не знаю, люди обижаются на то, что ты высказываешь свою позицию напрямую, но в любом случае без труда рыбку из труда, как говорится, не вытащишь, поэтому придется вот таким путем идти. Да, конечно, спасибо. Дальше реплика. Очень кстати, эта лекция. Как раз искал пару дней в Ютубе все, что есть по обучению черкесскому. Но развивать язык еще важнее, чтобы было о чем говорить в наши дни. Надеюсь выучить ваш интереснейший язык. Сейчас поищу ваш канал YouTube. Я попрошу этого человека со мной связаться, да, потому что у нас стартует, я надеюсь, через пару месяцев очень интересный проект по обучению черкесскому языку, в том числе и для тех, кто не является носителем этого языка, то есть для людей, представителей других национальностей. Поэтому, если у вас есть такой интерес к изучению черкесского языка, я думаю, через пару месяцев мы сможем такую возможность предоставить на самом хорошем уровне. Я пока заранее забегать и говорить вот конкретно об этом проекте не хочу, потому что он еще не начался. Но я скажу, что будет такой проект, и для всех желающих, я думаю, мы сможем это все организовать. Хорошо, спасибо. Василий, есть, Харитонов, какая-то реплика по поводу? Звук? Нету. Насчет того, где найти мои... написать, да. Да, они есть на моем YouTube-канале. Где найти ваши видеоролики? Да, я сейчас скину ссылку на мой YouTube-канал, чтобы скину в чат. Вот, скидываю. Если кому-то интересно, вот в этом канале есть все выпуски этих лекций, и другие мои передачи. Но они все на черкесском языке, поэтому, не знаю, если вы языка не понимаете, то... Простите. А вот есть уже YouTube-канал. На самом деле здесь скинули, Залина скинул ваш YouTube-канал. Да? Очень благодарен. Да, вас благодарят. Здесь был большой интерес, благодарю, с вами.
У меня появился звук, я Василий Харитонов, здрасте, простите, что влезаю. Я услышал у вас такую фразу, на самом деле классная, с одной стороны, а с другой стороны, ну, немножко опасная. Вы говорите, что очень здорово, что у вас все это прошло, и вы хотите выходить на межрегиональный уровень. Очень часто я вижу у активистов желание как можно больше вшить, как можно больше всего охватить. Это здорово, я понимаю, что у вас близкородственные языки и все остальное, но, наверное, я бы вот для себя не считал выход на межрегиональное там сразу сотрудничество самым главным шагом. Сейчас поясню, почему. Потому что мне, в принципе, кажется, что работа языкового активиста очень хорошо, если она идет как можно вглубь. То есть захватить всех жителей, чтобы сельские ребята смотрели вовсю ваш канал и, может быть, на это потратить больше сил, а другим регионам просто подсказать, что, ребят, делайте так же, как мы, вот смотрите, какие вы крутые, включайтесь, хотите, включайтесь, но если, например, вы чисто из-за этого вдруг у вас на все не будет хватать сил, то, наверное, я бы скорее... Там еще начнутся всегда обязательно проблемы с тем, что Василий, диалект... спасибо. Мне кажется, говорят. это сейчас в дискуссии мы немножко в сторону уйдем. Да. В принципе, пожелание понятно, да, хотя я тоже мог Я бы понял, да, спасибо. ответить на реплику, да. Тут очень много, в общем-то, комментариев. Я думаю, Астемир, вам нужно почитать самому, потому что там, да, то есть какие-то вещи, которые, то есть не столько вопросы, сколько просто комментарии какие-то. Вот. Дальше, ну, нам очень нужен этот проект, очень вас благодарят. Очень много, кстати, получалось обратной связи, то есть спасибо и так далее, и так далее. Вот. Если нет вопросов, если соседним регионам тоже интересен проект, нет Вот ли... уважаемая Зарема Мацеева была в моем списке потенциальных участников, лекторов этого проекта от Адыгеи. Я пока это не говорил ни ей, никому, но я планировал, если мы будем приходить на такой как бы уровень, чтобы Зарема Мацеева была у нас здесь в Начик. Надеюсь, она согласится. Хорошо. Ну что, спасибо огромное. Я тут больше не вижу столько вопросов, сколько, наверное, комментариев. Создаются сложности, и соседям регионам тоже интересен проект. Да, спасибо. Спасибо, Астемир.